В Москве прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ. Главная интрига рядового протокольного мероприятия – поддержат все-таки или нет союзники действия России по Сирии и Турции. Предыдущая встреча в рамках ОДКБ вскрыла довольно серьезные противоречия по этому вопросу. Тогда Армения от имени всех заявила об осуждении Турции. Но позднее киргизские и белорусские ведомства поспешили опровергнуть это, заявив, что не давали права армянам делать такие резкие заявления. Киргизия и Белоруссия не уполномочивали представителя Армении делать подобные заявления и по-прежнему считают Турцию стратегическим партнером. Лидеры ограничились выводом, что инцидент с российским бомбардировщиком никак не способствует консолидации международных усилий, направленных на противодействие терроризму. И все. Такие резкие слова военных приводят источники. И вот уже вчера Москва начала выяснять, поддерживает ее все-таки или нет каждая конкретная страна, которая назвалась союзником. На встрече министра обороны России Сергея Шойгу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо последний заявил, что Таджикистан солидарен с Москвой по Сирии. Однако о Турции вновь не было заявлено ни слова. Шойгу подчеркнул, что в Афганистане нарастает угроза исламского государства. Минобороны России выполняет планы по перевооружению и оснащению сил Таджикистана, по наращиванию усилий по российской базе как в авиационной составляющей, так и по другим направлениям. В ответ на это министр обороны Таджикистана заявил, что республика поддерживает антитеррористическую операцию России в Сирии. Мы с вами солидарны. В ответ на это министр обороны Таджикистана заявил, что республика поддерживает антитеррористическую операцию России в Сирии. Мы с вами солидарны. Там же Сергей Шойгу заявил о завершении проекта по безвозмездной передаче Казахстану зенитных ракетных систем С-300. Это весомый, если не основной вклад в объединенную систему ПВО, подчеркнул он. Почему ОДКБ все никак не может стать похожей на НАТО в плане согласованного принятия решений? Когда партнеры станут союзниками на деле, а не только по бумагам? Насколько таджикским военным далеко от выражения солидарности до участия в сирийской операции? Мнение казахстанского эксперта Рустама Бурнашова. Практически все военные аналитики, которые занимаются анализом постсоветского пространства, в том числе ОДКБ, всегда отмечали, ну и я в том числе, что ОДКБ не является союзнической структурой. То есть страны-партнеры по ОДКБ не являются союзниками. То есть надо понимать, что формат международных организаций, то есть если страны входят в какую-то международную организацию, это не значит обязательно, что они являются союзниками. И я повторюсь, ОДКБ такие вещи не предполагает, то есть не предполагает союзнических отношений. То есть ОДКБ не предполагает очень жестких обязательств, которые страны брали бы на себя в отношении позиций друг друга. Поэтому то, что сейчас проявляется в ОДКБ, я повторюсь, для военных аналитиков не является какой-то новостью, это было очевидно, и более того, мы видим на протяжении всей истории существования и договора коллективной безопасности, то есть и организации коллективного договора, что такие ситуации, они происходили, и поэтому, ну, скажем, это совершенно вполне ожидаемо. Более того, очевидно, что участники этой организации, они и не планировали создавать альянсы. Даже тот формат, который обозначался изначально, он, скажем, союзнических отношений не предполагал. То есть это, то есть те направления, которые покрывают ОДКБ, они, в принципе, предполагают просто партнерские отношения. Это, мы с вами знаем, скажем, совместное противостояние некоторым новым вызовам и угрозам, ну, например, сотрудничество по борьбе с терроризмом и так далее. Это, скажем, торговля оружием по, ну, таким, скажем, приемлемым ценам, да, ну, в российском пространстве это принято называть продажей оружия по внутрироссийским ценам, да, и подготовка кадров, да, то есть это основные, но есть еще дополнительные направления там, вспомогательные. Основные эти три направления, ну, в любом случае, при любом формате, они не определяют союзничество.